Я приветствую всех, программа «Диалог». Сегодня у нас очень интересный гость. А почему он интересен, мы узнаем по ходу нашей передачи. В гостях у нас Абдулла Магомедов. Ассаламу алейкум, уважаемый Абдулла. Имам района Навалак, Новострой. Итак, уважаемый Абдулла, честно говоря, я вас, когда первый раз увидел, я до этого и не знал вас. Наверняка многие тоже, даже из лаксов, которые работают, помогают как-то отделу просвещения или как-то соприкасаются с ним по каким-то проектам, тоже мало вас знают. И хотелось бы в начале нашей передачи немножко познакомиться с вами. Откуда вы родом, с какого села, кто ваши родители? Родом я с Лакского района, села Мукур. Мукур это где оно Мукур, находится? не Мукар, некоторые путают. Да, вот. Есть Мукар, Ури Мукар, а есть Мукур. Почему его немногие знают, это село? Потому что на данный момент там никто не живет. Туда нет доступа к поселку на машине, и поэтому там никто не живет. Уже более 35 лет. А где это географически находится село? Ближе к какому селу? Я так рядом понимаю, Гуйми село находится. После Гуйми, да? Вот если есть там Чаящи село, Чаящи, вот, Гуйми, его проезжая, мы вот видим Гуйми прямо. И вот слева, уже слева находится. Да, наше село Мукур. Ну, как и Чаящи, как и Гуйми, она тоже, там одна-две семьи, по-моему, живут в этих селах. Тоже не так много людей живет. Да, в Гуйми тоже немного живут, но, по крайней мере, там живут. Ну, место баракатное, рядом с Чаящи, где был зиярат нашему Мубараку Мухаммаду Чаящинскому. Земля благодатная. А кто были ваши родители? Ну, отец, он работал в городе Каспийске, заводе Дагдизель. Около 30 лет. И параллельно он работал, ремонтировал автомобили, был мотористом. И очень хорошим был мотористом, специалистом. К нему приезжали даже с соседних республик. А мать по сей день работает бухгалтером, тоже в городе Каспийск. Да. Сестра есть старшая также у меня и младший брат. То есть у вас трое в семье детей? Да, детей трое. Ну, как среднестатистическая лакская семья, да, трое детей. Где вы учились? Здесь в городе, наверное, раз село уже не это самое. Я в Каспийске родился, и Каспийске же поступил в школу, среднюю школу номер 4. Вот. Мархала не хотите сказать своим учителям? Да, можно, пользуясь случаем, всем своим учителям 4-й школы города Каспийск. Вот то, что они как бы начальную базу я у них получил учебы. После школы куда пошли учиться? После школы я пошел учиться также Каспийский в техникум механический. 4 года отучился там. Вот. И после у меня была срочная служба 2 года. То есть вы после механического техникума пошли на срочную службу, то, что вас призвали в армию? Да. После прибытия также я поступил в Институт народного хозяйства, Махачкале уже. Вот. И если насчет учебы, то несколько лет назад закончил магистратуру при ДГИ. Вот это такая смесь хорошая, и юрист, и теолог. Это довольно редко встретишь в одном человеке, чтобы получил 2 таких серьезных образования. Тем более, если это начиналось в Советском Союзе, когда не в укор сегодняшним учителям, хочу сказать, что учителя были, которые горели желанием дать ученикам тот пласт знаний, который у них был, этот багаж знаний передать им. Я не говорю, что сейчас плохие учителя, очень хорошие, но время поменялось, и поменялось очень многое, к сожалению. И нельзя сказать, что то образование можно сравнить с этим, я бы не сравнивал, честно говоря. Ну, оставим образование. Я знаю, что вы также посвятили себя, хотели делать карьеру военного. С чем это связано и почему, скажите, пожалуйста? Это после армии вам такое желание появилось или служа в армии? Ну, после срочной службы у меня такой застой был 4 года. Как бы, можно сказать, такое безделие. Вот, я только отцу помогал в это время по работе ремонтов автомобилей. И 4 года спустя вот так я заключил контракт
поступил на военную службу по контракту, работал в Каспийске. В Каспийской военной части. Да. Точно. 4 года. И как успехи были за эти 4 года? Я слышал, что были все-таки у вас успехи. Вас даже жилье дали. Ну, жилье это по программе как бы всем положено. Всем положено? Да, но там как бы такое условие, что до пенсионного возраста я должен доработать, и тогда это жилье, квартира остается мне. Ну, это практически как у всех военных, у летчиков, там, скажем, мореходов. Да. Вот у меня родственник был летчик, он тоже дослужил до пенсии, и квартира осталась ему. Но я должен сказать, что не всем тоже все попадают в эту программу. Обычно только тот, кто отличился в боевой и политической подготовке, как раньше говорили. Как сложились у вас отношения с руководством, с начальством, пока вы находились на службе по контракту? Очень даже хорошие были у нас отношения. Не раз меня направляли на повышение квалификации. Вот, в 2007 году, в 2016 году. Там тоже отучился, тоже хорошо отзывались преподаватели. В общем, До какого звания дослужили? Прапорщик. Прапорщик, получается, военной службы. Да. Я знаю, пока вы проходили воинскую службу по контракту, вы также поступили на учебу в мадраса. С чем это было связано? Почему решили постичь и эти знания? Ну, по ходу службы у меня возникло такое желание учиться, вот, и с каждым днем, можно сказать, это желание усиливалось. И я делал несколько попыток поступить. Даже в один год уже так твердое было намерение поступить, уже все было готово для этого, и прям с 1 сентября меня отправляют в командировку на 4 месяца. И пришлось отложить. Потом в следующие года тоже такие какие-то были препятствия. И уже в 2013 году я уже поступил. Вы поступили на очное? Да, на очное дневное отделение. Сюда, в Махачкалинское, В Каспийске был филиал, ДИУ, и поступил. Сколько вы проучились, пока служили еще, проходили контракт? 3,5 года. Потом контракт закончился, да? Да, потом контракт закончился. И вы решили оставить воинскую службу и... Да, я не стал продлевать контракт, уже настолько желание Вот здесь было мне учиться. очень интересно, уважаемый Абдулла. С чем было это связано? С тем, что служба по контракту закончилась? Либо еще что-то повлияло на ваше решение? Ну, это любовь к ильму, наверное. Очень сильно хотелось учиться. И я вот 3,5 года пока работал, у меня такой график был работы. Дневная смена, ночная, отцепной, выходной. И вот когда у меня отцепной, выходной бывал, я в это время посещал мадраса. Когда дневная смена на работе, у меня пропуск бывал. И вот эти пропуски тоже влияли, тоже как бы, я вот постоянно думал, когда же закончится контракт. Бывало, даже командировку отправляли на 2 месяца, тоже такой большой пропуск бывал в мадраса. И ждал, когда же закончится этот контракт. И вот, когда уже контракт закончился, я его не стал продлевать и полностью уже смог на учебе как бы сосредоточиться. Ну, я так думаю, вы с детства, наверное, учиться любили, раз вы получили и юридическое образование. Ну да, у меня, получается, и светское образование тоже вот, отучился. Сейчас где-нибудь Малое учитесь? время. Сейчас нет. Не получается, да? Сейчас у нас уроки проходят так, вот как для имамов. Вот, каждый день уроки, проходим книгу. То есть вы учебу так и не оставили? Да. Вы решили последовать хадису пророка Мухаммада, саллаллаху, учись от колыбели до могилы. Машаллах, нередко встретишь человека, который, да, мы бы все хотели, как-то стараемся брать уроки, но чтобы так целенаправленно и так взять, если, как вы говорите, была карьера военного, довольно хорошая, были хорошие отзывы о вас, и уйти с этой карьеры, оставить это, знаете, не каждый может. Не каждый может не только из-за собственного желания, еще и из-за желания родных и близких, которые влияют на него. Скажите, ваши родные и близкие как отреагировали на ваше решение оставить воинскую службу? Хорошо отреагировали. Но отца уже на этот момент уже не было в живых. Вот, мать хорошо к этому отнеслась. Машаллах. Жена тоже.
Вы уже женаты были к тому времени, да? Да, да, был Дети женат. Дочка. И жена хорошо отнеслась? Да. Даже то, что им бы пришлось выехать из казенной квартиры? Да, вам повезло, это жена, как раз должен я тоже сказать. хотел бы Да. отметить. Да. Вот, у него не было такого как бы вот каких-то вот там упреков или недовольств, то, что вот там денег не хватает. Почему я это говорю? Потому что я в ходе учебы такое встречалось, были такие муталимы, которым жены прямо вот так прямо ставили вопрос: или я, или мадраса выбирай. И некоторым приходилось оставлять мадраса. Вы знаете, говорят, когда родные любят тебя, они стараются тебя понять. Я думаю, и жена, и родные, и близкие вас очень любили, раз они поняли ваш выбор и приняли его. Это и повлияло. Ну, просто я почему говорю, даже не то чтобы карьеру военного, очень редко встретишь человека, который может вот оставить одно и полностью переключиться на другое, оставив квартиру, оставив хорошую зарплату, я думаю, военные. И тогда получали, и сейчас хорошая получают. Да. И дочка еще, и ребенок. А сейчас мы знаем, сколько денег уходит на детей. Машаллах. Ну вот вы отучились. Как я сказал, первый раз я увидел вас в мечети вот на вокзале. Имамом, когда вы работали. И, честно говоря, был удивлен. Наверное, потому что я живу в Махачкале, вы в Каспийске. Мы так и не пересекались до этого, скорее всего. Вы работали имамом в мечети. Сейчас вас уже перевели имамом района. То есть заметили здесь вашу работу. И одни считают это повышением, другие, наоборот, нагрузкой. Вы как ощущаете это вот переход? Ну, нагрузка, конечно, ощущается. Потому что когда имам мечети, как бы человек несет ответственность за эту мечеть, за одну мечеть. А когда уже района, уже все мечети уже под ответственностью вот как бы районного имама. То есть и имам уже зависит от вас, и не только джамаат, и район тоже большой, народ ответственность тоже намного уже как бы увеличивается, поэтому в этом плане чуть сложнее. Как получается строить отношения? Все-таки это переселенческий джамаат, немножечко своеобразный, кто-то немножечко обиженный, кто-то наоборот рад тому, что переселился в более комфортные условия. Как удается строить отношения с джамаатом? Ну, хорошо удается, потому что время тоже прошло уже, видимо, переварили все. Тоже да, уже новое поколение. Да, уже немало времени прошло. Поэтому пока, альхамдулиллах, с этим такими не сталкивался пока. Что больше всего помогает в вашей работе? Помогает? Вот я имею в виду всю работу, которую вы делаете, будучи имамом мечети или имамом района. Что вот, знаете, вот иногда человеком движет любовь к религии, любовь к родине, желание что-то сделать хорошее, оставить после себя след. Вот у нас был парень, который работал, он говорил: вот я пока здесь, я хочу вот это сделать, чтобы когда я ушел, когда меня спросят, что вот ты столько лет там работал, он сказал: вот я вот это оставил и ушел. Ну, я думаю, помощь от Всевышнего Аллаха. Просто иногда даже удивляешься, как-то кажется, допустим, какая-то задача стоит. Приведите пример. Мысли бывают, думаешь, ну это, наверное, не преодолеть, наверное. А потом как-то легко получается и удивляешься. И в плане, вот, допустим, когда работу тоже я оставил, ну, какие-то мысли же тоже возникают. Вот сейчас, пока учишься, допустим, нет никакой заработной платы, как дальше жить. И такие моменты бывали, когда просто удивлялся, как вот казалось уже все сейчас откуда, что вот, и Аллах просто вот, как говорят, чудо, да. Ну, таких примеров много у меня более было. яркий Такой интересный момент один у меня тоже в жизни был, его, наверное, я расскажу. Вот я пока работал, вот я, например, в 2005 году поступил на военную службу и заключил контракт. И каждый год в праздник Курбан-Байрам получалось вот так резать, как бы приносить в жертву животное, да, резать курбан. И я старался как бы этого соблюдать, зарплата тоже позволяла. Потом, когда уволился, в первый год, я думал, вот сейчас наконец-то первый год будет, когда не получится это совершить, да, вот это жертвенное животное, как бы, ну, порезать курбан. И как-то получилось, откуда-то что-то финансы пришли. Потом ту квартиру, на которой я жил, когда продал, так как вынужден был продать, потому что я уже контракт дальше не продлевал,
И чтобы на участке построить дом, я даже в долг зашел около, ну, и когда настал обратно этот праздник Курбан-Байрам, я думал уже вот сейчас точно в этом году у меня не получится порезать барашку на Курбан. И мы тогда как муталимы работали. Муталимы ежегодно помогают во время Курбан-Байрама. Ага. Да, вот. И как мы знаем, Курбан-Байрам длится 4 дня. Вот, день праздничный и Аяму Ташрик называют 3 дня после. Вот. И последний день это был уже день по исламу, как мы знаем, до вечернего намаза остается. И уже где-то 3-4 часа остается до вечернего азана. И звонит муалим, наш куратор, и он говорит: все, Абдулла, на сегодня уже все, можете домой идти, ну, насчет работы, да, и завтра утром придете, и уже вот эти загоны будете как бы собирать, разбирать. И я так посмотрел на эту всю обстановку, вот Курбан-Байрам, это вот где ипподром было, и я подумал, ну все, вот этот год точно получается, что я когда не порезал Курбан. Уже вот. Сожаление было. Да, сожаление было. 3-4 часа, и уже вечерний азан, уже все в этом году прошел. И уже направляюсь, перчатки снимаю, направляюсь уже к машине. И сзади меня один человек зовет. Человек, который просто я его по мечети знаю. Он говорит: Абдулла меня зовут. Я поворачиваюсь, и он говорит: ты в этом году резал Курбан? Я говорю: нет. Делай меня вакилом, я сейчас за тебя Курбан порежу. Говорит. И вот так я очень удивился. Даже он мясо, когда мне предлагал, я сказал: отдай все, говорю, мадраса туда. Я удивился, как вот так получилось, да. Вот такой случай интересный. Ну, это, видимо, произошел. говорят же, когда искренне чего-то желает, Аллах помогает этому. Тем более, вы все мясо передали мадраса, большой кири заработали. Машалла. Я думаю, каждый из верующих, кто истинно верит, может рассказать разные истории, которые с ним происходили. Ну, мы, наверное, продолжим, не будем на этом останавливаться. Итак, вы работаете сейчас имамом, как мы уже сказали. На вашей территории, на Валаха Новострое, строится мадраса. Или Лакский духовный центр, как принято его называть. Он начинал строиться очень давно, сейчас не будем всю историю рассказывать. И сейчас вот как бы вдохнула в него вторая строительная волна, когда вот эти стены начали уже кирпич класть. Я помню, один год столбы закупались, еще что-то делалось. Я помню, когда мы приходили, забор там ставили, то ли снимали, что-то делали. Даже операторы с нами были, снимали этот. Ну, потом какое-то время было затишье, и, как я сейчас сказал, вторая волна, сейчас идет стройка. Хотелось бы сначала узнать, для кого это мадраса, кто будет там учиться, кто будут педагоги, кто будет, и какие предметы, конечно же, будут. Потому что здесь был Мухаммад Саламов, которого вы знаете, имам в мечети на вокзале, он говорил, что там будут разные предметы преподаваться, такие как история, родной язык и так далее. Помимо этого, что еще будет? Ну, в общем, это будет такой комплекс, такой, да, вот духовный центр. Там, например, будут также свои, как бы, для отдела просвещения будет свое помещение. По новостройкам району. Да, по всему Наволокскому району Новострой. Наверное, фонду Инсан тоже какое-то помещение найдется. Да, будет отдел, будет здорово, да. отдел с работы с населением будет, там фонд Инсан будет, вот такого рода комплекс. И также учебные корпусы, там будут учиться муталимы, которые будут получать религиозное образование. Также будет хифз, обучение Корана наизусть. Это тоже планируется. Ну, преподаватели, конечно же, будут высококвалифицированные. Преимущественно, я извиняюсь, что преимущественно лакции будут там учиться и преподавать, так я понимаю? Да, и даже планируется там обучение и лакскому языку тоже. Это вот. Очень важно. Такой своего рода лагерь планируется сделать тоже вот для выходцев с лакских районов. Это на летнее время? Да, на летнее время. Это очень хорошо. Я помню, подобный лагерь был в Кумухе, очень много детей было, очень хороших отзывов было. Ну, потом с Санэпидем что-то там, в общем, сейчас не делают этого, если это будет проходить. Вы знаете, что у нас был на предыдущей передаче «Канадоходец»? Да. Камиль Цаукринский наш, легендарный, который на втором канале выиграл главный приз, проходил между двумя воздушными шарами на канате. И он предложил, он там тоже был, оказывается, один из субботников, я видел это в соцсетях, когда спрашивал его, он предложил: а что, нельзя, говорит, там где-нибудь, спортзал же будет, в углу спортзала натянуть на небольшой высоте, там сантиметров 30
канат, но сейчас не канаты у них, они по стропам ходят, это такая лента широкая на ней, и обучать, говорит, легче. И это, говорит, очень помогло бы, потому что дети, координация, это вестибулярный аппарат, баланс, соблюдение, это... И мы с ним даже обсуждали такую историю про Хасана Кахибского, который умел ходить на канате в детские вот годы. раз, да. Как вы отнеслись бы к этому? Возродить традиции тоже, язык есть, Да, история. да, это же, как бы, это, можно сказать, лакский вид спорта, да? Да. Ну, канатоходство от совкрынцев же, оно... Но она считается целая столица иконотоходства, да, во всем мире. А так можно пользу извлекать. Вот человек, например, как сказать, может из чего угодно он может как бы извлекать пользу. Даже вот, допустим, вот вы напомнили Хасана Хильми, ученого. Например, он когда ходил по канату, он говорил, вот я сейчас спокойно прохожу по канату, мне интересно, как смогу я мост Сирату так пройти. Тоже своего рода, да, человеку напоминание. Да. И это же последняя наша дорога. И человек, например, может задуматься, вот, а смогу ли я пройти? А что надо сделать, чтобы пройти? Надо побольше благих деяний увеличить, там, поменьше грешить, тоже какую-то пользу можно вот так тоже извлекать из этого. Машаллах. У нас вот принято помогать таким строительствам. Я помню, когда строился духовный центр рядом с Каспийском, там даже были такие интересные акции, как вот купите колонну, там мы скидывались группой, и колонна была наша, нам давали сертификат, там еще что-то, купол, я помню, мы собирали, даже у нас группа была купол Лаки, мы один из куполов на строящиеся Каспийские мечети с лакским джамаатом скинулись и оплатили это дело. Что-то такие акции планируются? Да, как раз планируется у нас такие акции. Пользуясь случаем, тоже хочу как бы пригласить всех людей, которые будут видеть. 29 числа у нас в банкетном зале Европа будет годовой отчет, что мы проделали за этот год в плане строительства духовного центра. В прошлом году, по-моему, тоже что-то подобное было. Да, вот до вас, который работал, Мансур Хаваев проводил. Да, вот предыдущий районный имам Мансур Хаваев. Это как раз положило начало продолжения строительства. Вот 25 октября в прошлом году прошло это мероприятие, уже 26 числа открыли сбор, открыли карточку. Как раз было бы интересно посмотреть. Да. Я думаю, там видеоотчет тоже будет, можем глазами увидеть, кто не успеет поехать и так. И мы посмотрим как раз за год, что мы сделали, и там тоже озвучим вот эти сертификаты, тоже у нас будут. Приходите тоже. Иншаллах, мы тоже придем, свою лепту внесем, конечно же, в стороне не останемся, иншаллах. Знаете, я сейчас что вспомнил, когда в свое время расширяли центральную мечеть, там проходили люди, и не только, я бы сказал, мусульмане, и приносили какие-то пожертвования, деньги, даже был случай драгоценности, вот я расскажу историю, я думаю, это имя не буду называть, я думаю, если даже назову, эта женщина против не будет. Она принесла сережки своей бабушке и сказала, когда она умирала, она завещала эти сережки, ну, все раздала свое, видимо, золото, а эти сережки на пути Аллаха где-нибудь расходуйте, сказала. И как раз она умерла, говорит, прошло там определенное время, и я увидела по телевизору объявление, что идет так сбор. Хотела сначала, говорит, их продать, потом думаю, лучше вам отдам, вы сами знаете, как поступить. И она принесла вот сережки бабушки, вложите эти деньги на расширение мечети. Просто сказала это, положила, даже ни расписку, ничего не успели мы ей дать, и она ушла вот так вот. И эти сережки мы передали потом имаму тогдашнему, и, в общем, он открыл, оказывается, там не она одна такая была, которая драгоценности приносила. Вот какие-то похожие ситуации бывают, проходят, люди приносят что-то. Вот как раз наподобие этого произошло. У нас был маджлис в месяц Рабиль-Аваль. Я присутствовал там, да. Да, вот в августе. И мы как раз планировали как бы затронуть эту тему строительства духовного центра, как бы о достоинстве строительства мадраса. И затронули тоже эту тему. И, видимо, баракатом этого маджлиса, прямо во время самого этого мероприятия подошел один человек и сказал, я хочу внести драгоценности в пользу строительства этого центра. И вот на следующий день уже он принес. Мы даже пошли оценивать их и оценили на сумму 315 тысяч рублей. Машаллах. Вот очень хорошее подспорье вам в работе. Да, Аллах всем, кто хочет помочь. Аминь. Чтобы помог, была такая возможность, чтобы Аллах даровал им, как вам даровал тогда барашку
Да. Ну, что касается духовного центра, еще хотелось бы узнать приблизительно, когда он будет закончен. Я просто как отец хочу, у меня дети растут, да, может быть, таких, как я, желающих узнать дату, ну, хотя бы приблизительно через год, через 10 лет, через 5 лет. Ну, как говорится, человек предполагает, а Всевышний Аллах располагает. Мы хотим, конечно же, как можно быстрее завершить это строительство. Вот. Но у нас планируется на ближайшее время, если мы первый корпус хотя бы закончим, хотя бы в первом корпусе уже начать обучение. Это когда? Через сколько? Это может быть даже к концу года уже мы... уже маленькую закончим. Группу набрать уже начать? Да, около 40 человек хотим Почему уже, нет, да. чтобы они начали обучение, как бы вот, чтобы застоя не было. Машаллах, это очень хорошее решение. Я знаю, что муфти тоже проходил. Да, муфти тоже посмотрел объем работы и так далее. Да, муфти тоже посетил наш духовный центр, одобрил. Кстати, и он дал название тоже нашему духовному центру, мадраса имени Сайфулла Кады Башларова. Машаллах, очень хорошо. Вот, и внес тоже свою лепту в это строительство. Все отопление корпуса он взял на себя. Машаллах, это не маленькое дело, да. Ну, пусть Аллах поможет всем, кто помогает в строительстве богоугодных мечетей, мадраса, дорог и так далее, мостов, все, что приносит людям пользу. Потихоньку время подошло к концу. Если я что-то упустил, хотел своими вопросами или вы что-то хотите сказать, пожалуйста, обращение какое-то сделать к нашим землякам, к лакцам, к дагестанцам. Обращение хотелось бы вот именно вот насчет духовного центра тоже сказать, чтобы подключались, не оставались в стороне, потому что для нас, вот для нашего народа это очень важно, как можно быстрее закончить это мадраса, чтобы уже получать плоды от этого духовного центра, потому что и пользуясь случаем тоже хочется рекомендовать настоятельно всем родителям своих детей, которые уже отучились в школе, чтобы они их отправляли обучиться мадраса, несмотря на то, что кем бы они их не видели в будущем, хоть, допустим, полицейским или врачом, чтобы минимальную базу хотя бы 2-3 года, чтобы они отправили детей обучаться мадраса, потому что тот человек, который обучился мадраса и потом в какой бы он сфере не работал, уже у него есть какая-то база, он уже знает в действительности, что есть хорошо, что плохо. И от этого польза бывает и окружающим тоже, на какой бы работе он ни был. Я себя добавлю, если вы позволите. Если еще дети не выросли до того возраста, когда закончили школу, можно отдавать их на летние курсы, можно отдавать летние лагеря, вот, про которые мы говорили. Я думаю, это большое подспорье, и особенно для родителей. В том плане, я не раз это говорил и буду много раз это повторять, потому что вот ребенок ходит, через 2-3 месяца он уже Коран читает, он уже намаз от родителей, это же обязанность родителей научить. Снимается такое, это надо объяснить ребенку, каких-то дети не все одинаковые, кого-то заставить, с кем-то общий язык найти. Кто-то говорит, я сделал, не сделал, а тут он сам ходит, муалим сказал, надо делать. У них такой стержень появляется к этому. И в дальнейшем, как сказал наш уважаемый имам, у него проблем не будет, когда его кто-то захочет заблудить, увести в сторону, какие-то террористические или другие всякие ячейки, которых очень много, о которых мы слышим, видим. И, иншаллах, это будет хорошим фундаментом для нас всех в жизни, если мы будем изучать духовные знания, хотя бы на небольшом уровне. Я благодарю вас за то, что нашли время при своей занятости, посетили нас. А со всеми зрителями я прощаюсь. Всего вам самого доброго, друзья.